В 18 километрах от Тараза, в селе Айша-Биби Жамбыльского района, наперекор всем ветрам и непогодам стоит невероятно легкий и изящный мавзолей Айша-Биби. Этот мавзолей XI-XII века постройки вот уже более 8 веков является свидетелем истории великой любви и преданности красавицы Айши и ее возлюбленного Карахана. История эта на протяжении многих веков передавалась из уст в уста и дошла до наших дней. Молодой правитель Карахан с первого взгляда влюбляется в красавицу Айшу, которая была дочерью знатного богача Хакима, ученика Ахмеда Ясуи. Айша также полюбила, но ее отец отказывался выдать замуж ее за Карахана, так как тот хоть и был ханом, но не слишком знатного рода. Получив отказ, в глубокой печали возвращается Карахан на родину, на земли современного Тараза. Но разве возможно препятствие для любви? И вскоре, под покровом ночи, предупредив мать, но не добившись благословения отца, Айша вместе с няней Бабаджа убегает из дома к своему возлюбленному. Узнав о побеге дочери, ее отец Хаким восклицает в гневе: «6 рек ты перейдешь, а 7-ю перейти не сможешь. Лишь издали будешь видеть шапку своего жениха, но ближе не подойдешь». Так один день пути сменял другой, за рассветом приходил закат. Айша перешла 6 рек на пути к своему счастью, но перед 7-й остановилась, помня заклятие отца. Сойдя с коня, она хотела умыть лицо в родниковой воде, но в головной убор, оставленный на земле, заползла змея и ужалила Айшу, когда та снова его надела. Укус оказался ядовитым. Зная о приближающейся смерти, Айша послала весточку Карахану. Он немедленно приехал вместе с имамом, чтобы сочетаться браком с Айшой. После проведения обряда Карахан взял на руки умирающую Айшу и 3 раза прошептал ей на ухо: «Айша, теперь ты стала моей женой». Это были ее последние минуты жизни. Заклятие отца сбылось. Потрясенный и убитый горем, Карахан приказал воздвигнуть на могиле своей возлюбленной мавзолей. На высоком холме 62 мастера Востока создали шедевр средневекового зодчества, тем самым вписав имя Айши в вечность. Когда ее няня Бабаджа умерла, ее похоронили недалеко в отстроенном мавзолее, ведь преданность ее госпоже не знала границ. Карахан прожил долгую жизнь, у него было несколько жен, только их имена история не донесла. Умирая, Карахан завещал похоронить его в таком месте, откуда был бы виден мавзолей Айши. Впервые мавзолей был исследован в 1893 году русским историком и археологом Василием Бартольдом. Затем его изучением активно занялся начальник Аулия-Атинского уезда Василий Калаур. Он же распорядился и о его защите. В 1953 году археологом Пацевичем и в 1962 году ученым Зябко на территории мавзолея Айша-Биби проводились раскопки, после которых археологи определили, что кирпичи для строительства сооружения, а также различные декоративные части отделки были изготовлены прямо во время строительства в непосредственной близости от мавзолея. С 80-х годов прошлого века мавзолей находился под стеклянным куполом во избежание дальнейшего разрушения.
До нашего времени сохранилась только стена западного фасада и незначительные фрагменты других частей мавзолея. В 2002-2005 годах специалистами Казреставрация были проведены реставрационные работы по восстановлению первоначального облика памятника. Мавзолей представляет в своем плане центрическое квадратное сооружение размером 7,6 на 7,6 метров. Вход располагается с восточной стороны. По его 4 углам размещены массивные колонны. В оформлении использовались небольшие ниши, малые колонны, своды, стрельчатые арки, терракотовая облицовочная плитка. Стены мавзолея толщиной 80 см состоят из 3 частей: внутренней, выложенной из жженого кирпича, наружной, из плит с резным узором, а также пространство в середине стены, забутованного глиной и обломками бракованных плиток. В стенах проложены деревянные балки из овчи для прочного соединения стен и колонн. Снаружи стены мавзолея полностью оформлены резными терракотовыми плитками, укрепленные с помощью клиньев, расположенных на тыльной стороне. В орнаментации плиток имеется более 60 разновидностей узоров. В узорах мавзолея сочетаются традиционные виды орнаментального искусства древних племен Казахстана, включающие геометрические, зооморфные и солярные мотивы, уходящие корнями в искусство андроновских и сакских племен. Сегодня к мавзолею приходят женщины просить о супружеском счастье и материнстве. Считается, что те, кто посетит в день свадьбы мавзолей вечной невесты, будут жить долго и счастливо.